исчезает, язык не исчезает. Вот есть ученые, которые говорят, что 90 лет назад юкагиры говорили, что их язык исчезает, и сейчас то же самое говорят, и как бы ничего не изменилось, и язык не исчез. Но я тут прокомментирую, да, что 90 лет назад у них состояние языка было такое же, как у нас примерно, да, это может лучше. А вот сейчас, вот те, которые говорят, что они владеют языком, они владеют на очень плохом таком уровне. То есть язык, можно сказать, исчез, потому что они понимают, некоторые только понимают, если даже понимают и говорят там 10 слов, допустим, да, иди, садись, ешь и так далее, то они говорят, что уже говорят. Просто у них снизился уровень требования. И сейчас у нас тоже такая же ситуация. Допустим, если ребенок уже говорит, я, допустим, как исследователь говорю, да, если ребенок говорит, знает, как это будет глаз, там, нос и рот, я уже ему ставлю, что он говорит на якутском. Если я у ребенка спрошу, вот как это будет щеки на якутском языке или как подбородок, то уже все, почти большая половина, 80% детей у нас уже не говорят на якутском языке. То есть вот эта планка тоже снижается. Вот, и самоочищается, да, конечно, самоочищаются языки, но это, вот ты как заметил, да, имперские языки. У них состояние все равно всегда будет стабильное, да? А вот малые языки, вот мы почему вот звеним во все колокола, да? Потому что все-таки вот очень быстро, да, ситуация меняется. Так, быстренько реплику Егор, чуть-чуть Алла, и потом у нас выступает.